Всем привет! Меня зовут Кумыс, вы на нашем канале Поварешка, и сегодня я буду готовить кремяк. Кремяк это, если переводить на русский язык, это оладьи. Поехали! Для того, чтобы приготовить кремяк, нам понадобится молоко, 2 яйца, немножко соды, соль, мука, подсолнечное масло для жарки и можно по желанию добавить немного сахара. Так, для начала молоко я немного подогрею. Примерно буду использовать, где-то чуть больше пол-литра. Вот, и сейчас я молоко подогрею, чтобы оно было теплое. Берем 2 яйца и нужно его хорошенечко взболтать. И потом уже добавим сюда молока. Так, немного сахара. Тоже размешаем хорошенечко. Так, молоко подогрелось. И теперь наливаем его на яйца. Так, дальше соль. Соль тут по вкусу, в щепотку, как вот так. Там уже посмотрим потом. Попробуем, если будет мало, можно будет во время жарки еще добавить. И я немножко еще добавляю пищевую соду. Можно добавить разрыхлитель, но я добавляю пищевую соду. Так, это много. Вот чуть-чуть, немножко. На краешке ложки. Так, и теперь засыпаем муку. Так, муку обязательно просеиваем. И постепенно будем добавлять на наше молоко. Так. Теперь размешиваем, будем смотреть. Значит, наша как называть, смесь, да, она должна получиться погуще, чем на блины. На блины-то вообще жидко, а вот здесь должно быть, сейчас я вам покажу конечный результат, как должно быть. Оно не должно быть не сильно густое, но и жидкое тоже не должно быть. Сейчас все это хорошенечко надо размешать. Я использую обычный венчик. Считаю, что миксером здесь не обязательно, можно это быстро сделать венчиком. Так, сейчас посмотрим. Еще жидко, надо еще добавить муки. Готовится очень быстро, и особенно когда приходят гости, быстро можно приготовить. Вкусно, быстро, сытно. Это быстрая выпечка к чаю. Так, смотрите, вот такая консистенция у нас получилась. Вот. Если сейчас будем жарить, если будет, посмотрим, можно будет, когда она остается там на дне, можно будет еще чуть-чуть добавить молока, жидкости, или чуть-чуть воды, или молока. Но я думаю, вот такая консистенция пойдет у нас. Вот видите? Все. Теперь будем сейчас жарить. Так, чуть-чуть все-таки я добавлю молока, чуть-чуть, прям капельку. Вот. Потому что сильно густое тоже не надо. Вот, видите, оно должно вот так лежать прям. Вот. Все, готово у нас. Подсолнечное масло наливаем, чтобы донышко закрылось, но не сильно много. Вот прям закрыли донышко. И все, пока хватит. Если что, будем доливать. Итак, масло у нас разогрелось. Теперь будем наливать тесто.
Огонь должен быть чуть выше среднего, чтобы хорошо все, чтобы, знаете, чтобы жирные не были, чтобы жирный хомяк не был, он обязательно, чтобы он не впитывал масло, огонь должен быть выше среднего. Если огонь будет маленький, масло будет впитываться и будет очень жирно. И жарим до золотистого цвета с двух сторон. Ну, буквально там минуту, наверное. Может, даже чуть меньше. Все. Вот. Переворачиваем. Готовится очень быстро, готовится вот, на все случаи жизни. Я обычно всегда готовлю, когда вот времени мало, потому что главное там быстро-быстро все, молоко, все это все смешать, ну и жарятся они очень быстро. А в результате получается вкусный хомяк. Можно еще салфетку вниз положить. Стряхиваем лишнее масло. Так. По-быстрому все тут убирать, чтобы не подгорали сильно. Так. Еще сейчас вниз покажу. Ну и здесь, если чувствуете, что масла уже меньше, можно будет добавить, дождаться, когда масло хорошо разогреется, и уже дальше жарить хомяк. Если хотите, размер можете больше сделать. Ну, я люблю небольшие, такие средние готовлю. Они смотрятся лучше и удобно брать их. Так, ну вот эти уже прям пока вот наливала, уже поджарились, поэтому можно уже сразу их переворачивать. У меня здесь газ немножко идет в наклон, поэтому вот с этой стороны у меня масло, получается, стекается в одну сторону, поэтому я вот так их кручу. Надо там вниз что-то подставить. Так. Ну, в принципе, уже можно убирать. Доводим до золотистого цвета. Сильно тоже не надо их жарить до черноты. Итак, хомяк готов. Можно еще растопить масло домашнее сливочное и макать и кушать. Ну, я уже просто так попробую. Вот, смотрите, какие они у нас получились. Очень вкусно. Обязательно попробуйте мой рецепт. Пишите комментарии, ставьте лайки. Также внизу будет ссылка на мой телеграм-канал. Всем пока!